В сегодняшнем видео мы расскажем о том, что повергнет вас в шок. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что перевернет ваше сознание. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Я первый раз здесь, поэтому все посмотреть не удалось, конечно. Но меня повозили по городу и по центру, и за городом мы были. Поражает что? Во-первых, размах строительства. Город строится, прям строится и строится. Во-вторых, конечно, это очень красивый город. Очень много зелени, все очень ярко, люди замечательные. Поэтому я думаю, что я к вам буду приезжать теперь часто. Таджикские коммунисты снова взвинчивают цены за нашу базу в Таджикистане. В наглую. Знать, что у России есть деньги, платите больше. Вот мы им и говорим, не будем вам больше платить. И прекращаем принятие ваших рабочих к нам на работу. Тогда что сделает Рахмон, глава республики? Он же прекрасно понимает, что ему конец. Ибо афганские исламисты затопчут Таджикистан. А его, как Наджибулу, повесят в центре города Душанбе. Не переведи, Господь. Тогда они уже стучатся в кремлевские двери и говорят: хотим в таможенный союз Россия, Беларусь, Казахстан. Мы много раз ЛДП предлагали, давно уже, ввести визовый въезд. Вот Вы уверены, что это поможет? Вот наш вклад Давайте дадим ответить. Заключается в том, что и исполнительная власть созрела. Но виновато в этом руководство Таджикистана. Они решили подоить Россию и вздули цены за базу. Если бы не было подъема цен за нашу военную базу, которые солдаты сохраняют мир в Таджикистане, не стоял бы сейчас вопрос о поездах Москва-Душанбе. То есть проблем нам бывшие советские республики создают больше, чем какие-то привилегии, которые можно получить. Поэтому давайте все в совокупности анализировать. Простой пример. Все бывшие советские республики живут лучше нас. То есть Россия через 20 лет снова всех кормит. Они все откормлены, все одетые, все и едут сюда погулять. Бандитизм заниматься, понасиловать. Естественно, там у них работы не хватает, но это причина ваша. Это ваша религия. У вас по 15 детей. Если у вас, как у русских, будет один ребенок, вы вообще не будете думать о России. Да я пытаюсь хоть какую-то логику про мигрантов. Одни народы остановились и не рожают больше. 2 ребенка, 2 умирают родители, остается 2. Численность не растет. У мусульман взрыв в 5-6 раз больше. Кто их будет кормить? Кто им даст работу? Вот за счет России, за счет Германии, за счет Франции. Но Франция, Германия, Россия этого не хотят. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Огромное вам спасибо за то радушие и теплоту, с которой вы лично и ваши люди принимают здесь нас. Вот со мной приехали обычные люди, которые меня сопровождают. Вчера ходили по Душанбе и отметили, что говорят, что таджики похожи на белорусы. Радушие, принимают, разговаривают. Нам с тобой удалось создать атмосферу радушия, не просто нормального общения народов, радушия. Братские отношения наших народов всегда служили источником их творческого вдохновения. Так народный поэт Узбекистана Абдулла Арипов писал: «Досту қардаштыр азалдан, өзбегим таджик білән. Иккisi bir bayt ғазалдан, өзбегим таджик білән». То есть узбеки и таджики издревле были братьями и друзьями. Наши народы словно 2 строки одной газели. Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам, уважаемые деятели культуры, искусства и науки. Я эти слова, все, что я хотел вот сейчас сказать, вы знаете, это искреннее желание. Я привез его сердцем с узбекской земли, чтобы именно деятели культуры, искусства и науки, эти славные традиции между узбекским и таджикскими народами, дружбы, необходимы нам сегодня, как воздух и вода. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.